Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Туркменская строительная фирма «Усад Инженер» лишилась строительной площадки в Ашхабаде. Причина – ошибка с выведением грунтовых вод при возведении торгового центра. Объект уже на протяжении 2 лет обнесен забором, и никаких работ сейчас там не ведется. Осенью прошлого года фирма выставила на продажу всю свою технику. По информации источников Turkmen News, скорее всего «Усад Инженер» сворачивает свою деятельность. В 2020 году фирма представила проект крупного торгового центра в Ашхабаде. Спустя 2 года «Усад Инженер», перед этим сдавшая в эксплуатацию здание больницы в Туркменбаши и многие другие важные объекты, получила участок на проспекте Атамурата Ниязова рядом с отелем «Гарагум». Строительство осуществлялось за счет фирмы. Но во время рытья котлована была превышена допустимая глубина. Получила повреждение система киаризов, древних каналов. Почвенные воды стали выходить наружу и затапливать территорию. Фирма срочно начала проводить дренажные работы, но скрыть инцидент не удалось. О случившемся узнали в Хакимлике Ашхабада и правоохранительных органах и доложили лично тогдашнему президенту Гурбангулы Бердымухамедову. Тот потребовал провести расследование и наказать виновных. В 2023 году «Усад Инженер» построила дренажную систему и вывела подземные воды в современную канализационную систему Ашхабада. Но это уже не спасло компанию. Комиссия, проводившая расследование, признала «Усад Инженер» виновной в нарушении норм строительства. Фирму обязали уплатить крупный штраф. Кроме того, у нее постановили изъять объект строительства. Впрочем, построить она многого не успела. Сейчас это место пустует, уже 2 года оно просто огорожено забором. Тем временем воды продолжают выступать, их приходится круглосуточно откачивать и сливать в городскую канализационную систему. В итоге руководитель компании Бигенч Мередов, по информации источников, решил свернуть бизнес в Туркменистане. Техника «Усад Инженер» выставлена на продажу. Как говорится в объявлении, фирма предлагает большой ассортимент строительной техники и инвентаря, предоставляя возможность бизнесам модернизировать свои ресурсы. Продается все – экскаваторы, погрузчики, бульдозеры, краны, инструменты, лестницы, сантехника и электрооборудование. Также, по данным источников, «Усад Инженер» уже продала свой офис в торговом центре Беркарар и все стоянки, на которых хранится вышеупомянутая техника. При этом источники Turkmen News отмечают, «Усад Инженер» далеко не единственная фирма, допустившая ошибку с почвенными водами. То же самое произошло при строительстве рядом стоящего отеля «Гарагум». Судя по бумагам, его возводила турецкая фирма «Ренессанс», однако работы проводились местными субподрядчиками. Все вопросы с госстандартом и Министерством строительства решались за деньги. Надзор за строительством и приемку осуществляло Управление делами аппарата президента в лице его главы Хаджимурата Хаджимуратова. Многие изъяны и недоделки, а также наличие под отелем грунтовых вод, были скрыты от тогдашнего президента. Качество строительства в Туркменистане оставляет желать лучшего. Сейчас в Ашхабаде сносят школу номер 22, на которой всего через пару лет после постройки образовалась трещина. В минувшем году пошли трещинами новый торговый центр Ашхабад-Молл и прилегающий к нему жилой комплекс, а в начале нынешнего года просела ведущая к нему эстакада. За последние 2 года дважды требовался ремонт дорожной развязки на пересечении проспектов Атамурада Ниязова и Сапар-Мурата Туркменбаши, которую строила фирма Анна Назара Реджепова, дяди Сердара Бердымухамедова. И возведение нового города Аркадага также ведется с нарушениями, касающимися в том числе дренажа почвенных вод. Впрочем, строительство не единственная сфера интересов «Усад Инженер». Эта компания была в числе акционеров Центра эстетической медицины в Ашхабаде, построенного на бюджетные средства и приватизированного незадолго до открытия. Источники Turkmen News сообщали, некоторые из фирм, ставших акционерами центра, контролировались родственниками президента. Проект обошелся бюджету в $51 миллион, но был приватизирован за сумму в несколько раз ниже. У вас имеется интересная новость, и вы хотите ею поделиться? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем вам полную анонимность.